Мне вот иногда спрашивают, ну вот, что такое казачество? Из кармана вынимали деньги и говорят: бери, сколько тебе надо. Почему люди потеряли эти ценности? Мы должны у них учиться, взять пример. Вот, доктор Басам, что такое казачество? Мы другой душой, мы другой душой. Сейчас я хочу предоставить слово нашему замечательному человеку, другу, художнику, деятелю культуры. И вообще, я бы сказал так, если Чуваши говорит, кто такой самый популярный, знаменитый человек, понимаете, доктор Басам Аль-Балули, потому что прошу, выйдите, пожалуйста, сюда, потому что это поклонник живописца. Хочу сказать вот так, представить общество, дружбы и сотрудничество между народами Чувашии и Палестины, директор представительства Российского комитета солидарности и сотрудничества между народами Азии и Африки. Еще добавлю, академик Международной гуманитарной академии Европа и Азия. Это уважаемый человек, который знает много в этом контексте, и добавлю еще, он прекрасно перевел книгу палестинской писательницы на русский язык, над которой вы работали, по-моему, 400 часов. Да, вы столько поработали, и перевод прекрасный. Это иметь надо огромное терпение, огромную любовь к своему народу и огромную любовь к народу, который читает это произведение. Спасибо вам большое.
Я очень рад вас здесь приветствовать. Наши особо дорогие гости из братской республики Татарстан. Я помню 25 августа 2020 год, в прошлом году, когда все-таки решили преодолеть эпидемию, и Лев Пантелеймонович Кураков решил организовать выставку. И оказалось в Татарстане. Художник Киргизин Валерьян Николаевич. И 25 августа приехали уважаемые руководители Татарстана, высокие гости. Но я никогда не забуду и всегда поддерживаю и считаю, что сколько бы ни был ранг руководителя, какой бы он пост ни занимал, самое высшее должности на свете – это человеческая порядочность, честность, бескорыстность, отсутствие алчности. Нет выше на свете, чем человеческая порядочность. И вы знаете, когда я вижу художники, это ведь созидатели, это люди, которые делают наш мир лучше, добрее, богаче, интереснее. В нем хочется жить. Я вам всем задам один вопрос, чтобы знать, кто такой руководитель, или высший ранг руководителя. Назовите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас, кто был король Испании, когда Пикассо писал свои картины. Или премьер-министр Великобритании, или президент США, или Аргентина. Никто, я уверен, из вас не скажет. А Пикассо всегда будет знать. Вот одна картина хорошего созидателя, прекрасного, чувашского, татарского, россиянина, она может жить не 5 лет, не 10 лет, не 100 лет, она может жить 1000 лет, веками, больше, чем многих людей, когда вкладываешь туда душу. Художник – это тот человек, который действительно объединяет народы. В отличие от политики, когда идет ссора, драки за пост, временный пост, они могут все перерубить, могут в мясорубку все превратить. А художник даже из осени, из листья, которое упало с дерева, какая-то несчастная, уже потеряла свой зеленый цвет, он такую картину может сделать, что просто поражаешься, встанешь и не знаешь, что сказать. Дорогие друзья, для меня самые большие люди, которых я почитаю, это созидатели. В любом виде, в искусстве, в науке, в политике. Быть созидателем – это значит быть человеком, который думает о других. Дорогие друзья, я завершаю свое выступление. Хочу вам всем пожелать крепкого здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Берегите себя, берегите близких, родных, любимых людей. Нет ничего на свете ценнее, чем здоровье. И просто жить в дружбе со всеми окружающими. А для дорогих из Татарстана я бы хотел пригласить сюда председателя Союза художников Татарстана, господину Альберту, и вручить благодарственное письмо вот с палестинским чувашским флагом, земной шар, птица Бога мира, мечеть Ал-Акса, храм Рождества Христова, как символ дружбы, мира, любви с палестинской землей. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Да здравствует дружба между народами, да здравствует народ Татарстан, Чувашия, Россия, мир нашему дому, мир земной шар.